Я рада всех приветствовать в арт-гостиной Национальной библиотеки имени Можакова. И сегодня у нас, как всегда, по традиции, третья среда, встреча с Хакасским национальным театром имени Топанова. И сегодня у нас встреча с сыном Нагашевой. Я хочу буквально пару слов сказать, что в каждом театре есть какая-то специальная такая звезда, звездочка определенно, которую любят и режиссеры, и любят актеры по сцене играть с этим человеком, приятно общаться. Я думаю, что вот именно такая замечательная актриса, заслуженная артистка Республики Хакасия Инна Майнагашева и есть та замечательная звезда Топановского театра. Я бы даже сказала прима. Инночка, пожалуйста, я прошу сюда на сцену. Инна приготовила и видео, и фотографии. Мы будем смотреть. Она, может, сначала расскажет о себе, а потом позадаете вопросы какие-то, может, у вас возникнут. Посмотрим видео, чтобы вспомнить ее на сцене, потому что мы же часто приходим в театр, смотрим, и до такой степени, что даже не обращаем, какой-то актер играет, да? Да. В такой степени нам преподносит это все, что мы полностью входим в эти роли, что не чувствуем игры актера. Так что, да. Так что, пожалуйста. Добрый вечер. Начну я, наверное, с института, с учебы, которую я заканчивала. Нет, начну я лучше с музыкального училища нашего города Абакана, потому что в 86 году, можно я еще раньше начну? В общем, 8 класс Казановской школы Аскисского района я закончила в 80-м году, год Олимпиады. Так как я была председателем пионерской организации, потом комсоргом, мне срочно надо было попасть на Красную площадь к батюшке Ленину, в мавзолей. Мне почему-то так это было надо срочно, что мы с одноклассницами переписались. Они учились у нас в Аскисском пансионе. Одна одноклассница моя ушла туда, 8 класс. Мы с ней переписались и нашли человека, который увозит в Подмосковье. В общем, мы уехали в Подмосковье. Со мной, я думала, что мы едем вдвоем, но со мной вместе в тот год в Подмосковье уехали. В общем, наши одноклассники все уехали, даже те, которые учились в разных местах, и наши сестры. То есть мы 2 поколения, человек, наверное, больше 10 уехали в Подмосковье. Оттуда я вернулась в 85 году, я вместо 3 лет там проработала 4 года, объездила Золотое кольцо России, пока там училась. Потом приехала, устроилась я в комбольно-суконный комбинат Черногорска. Оттуда я поступила в музыкальное училище, очень странным образом. Поэтому я вот, вспоминая свою жизнь, судьбу, так начинаю вдруг понимать, что я ведомый человек, потому что я не знала, что здесь есть музыкальное училище. Однажды просто шла на автовокзал, и вот так вот передо мной стала афиша. Я даже не знала, где я, потому что я здесь не жила, в Абакане. Я редко бывала, не знала города. И вдруг я уткнулась в эту афишу и смотрю, что там набирают студию. Я посмотрела по своему аттестату и решила, что я подхожу только на театральную режиссуру, больше никуда я поступить не могу, потому что как бы образования такого нету. В общем, пришла я, Руфина Владимировну Потапову, наверное, вы многие же знаете, да, которая в Министерстве культуры работала, сейчас работает в Министерстве социального труда, спорта, как это называется, Министерство спорта и труда, сейчас она там работает. Руфина Владимировна Потапова, мой первый педагог, она у нас преподавала сценическую речь, за что я очень благодарна, потому что я до сих пор пользуюсь ее трудами, может быть, единственными полезными, оказавшимися потом в прошлом, потом впоследствии
приняла она меня очень странно, потому что я, видимо, сейчас понимаю, что выглядело это очень как-то неординарно. Я зашла и разговор повела таким способом, что я говорю: как вы не понимаете, я сейчас работаю во вторую смену, я вот сейчас шла мимо, увидела вашу афишу, зашла. Больше я никогда к вам не вернусь, потому что я сейчас уеду в Черногорск. За всю неделю я не приеду ни разу в Абакан, а на той неделе я уже буду работать в первую смену, а у вас приемная комиссия уже заканчивает работу на этой неделе, то есть я уже вот в пролете. И каким-то таким странным образом она так на меня смотрела и говорит: а скажи-ка мне, девушка, говорит, такую фразу: если вы сейчас меня... Я ничего не могу понять, Я говорю фразу, которую она, дежурную фразу она мне какую-то дала, я эту фразу произнести никак не могу. Она говорит: вы мне намекаете на это, что ли? Я ничего не могу понять. Я говорю: я не могу так сказать, потому что ситуация моя не такова. В общем, она даже не подозревала, что я никого не знаю. Когда я начала учиться в музыкальном училище, девчонки меня выводили на крыльцо, говорят: вот это идет, знаешь кто? Я говорю: нет, не знаю. Это же Владимир Чаптыков. Я говорю: а это вот знаешь кто? Я говорю: нет, не знаю. Да это же Юрий Майнагашев. В общем, я приехала в Абакан, никого не знала. И Руфина Владимировна, наверное, я так предполагаю, думала, что я тут всех знаю, все умею, все могу. Она меня не приняла. Я не сдалась, я вышла в коридор. Смотрю, ходят девчонки, которые уже поступившие. Абрамченко с Минусинского, такие ходят, в обнимочку, уже довольны, такие поступившие. Я говорю: девочки, идите сюда быстренько. Говорю: давайте мне свои тетрадки. Я говорю: у меня ни одной программы нету, ни стихов, ни прозы, ни песню я не знаю, ничего я не знаю. Быстро расскажите мне какую-нибудь прозу. Я помню, однокурсница моя, Абрамченко, говорит: ну, проза, они уже такие артистки, такие звезды, уже все уже. Ну, проза, говорит, ну, понимаете. Ну, вот этот, например, у них там много, у них прямо, они же готовились, у них прямо листами сами говорят: в поле перейти, жизнь прожить, не поле перейти. Слышали? Я говорю: да, конечно, слышали. Ну, вот это и есть проза. Я говорю: давай сюда тетрадку. Я набрала вот так тетрадку, и опять к Руфине Владимировне. Я говорю: можно я с тетрадки вам сейчас прямо все прочитаю? Она не выдержала моего напора, взяла меня вот так вот: пойдем. Переходит в коридор, в другой кабинет, там стоит строгая тетя такая. Говорит: гляньте-ка на девушку. И молчит сама, ничего не говорит. Я думаю: да что происходит? Стою, она так посмотрела на меня, так посмотрела, что-то там попросила сделать или сказать. В общем, они меня взяли. Я проучилась год. Пока я училась год там в музучилище, наше телевидение снимали зал на каком-то мероприятии. И я попала в кадр, и они меня приглашают. Говорят: вы подходите, нам нужен срочно диктор. Если вы владеете хакасским языком, подходите, приглашаем вас работать диктором. Я говорю: да вы что, у меня экзамен, у меня зачет, я не могу. Она говорит: ну, может, как-то совмещать будете? Евдокия Михайловна Кельчичакова, оказывается, это была, я ж никого не знаю, хожу. Она на меня так смотрит, улыбается, говорит: а оставить училище никак нельзя, да? Прийти к нам диктором работать. Я говорю: да нет, у меня же там весной экзамены будут, как я могу? Не, я учусь, мне надо закончить, в общем, как-то вот так. И опять же, я потом уже осмысливаю, я думаю: господи, наверное, было престижнее выйти диктором телевидения. Нет, вот пионерка вот такая, до мозга костей, нет, обязательно. Ну, в общем, мы доучились год, весной начали набирать в Санкт-Петербургскую академию, тогда ЛГИТНИК это назывался, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Нас попросили, как будущих режиссеров, ходить туда, практиковаться, и всех студентов, которые приезжают с деревни, поступающих, ну, в общем, с ними режиссерскую какую-то работу, этюды, там, проза, опять же, те же самые стихи, подучить их и вместе с ними. Пока я с ними там работала активно, оказалось, что я прошла. Мастер у нас Владимир Васильевич Новенко. Какую студию он нынче уже выпустил нам? 4-ю, 5-ю? В
Вот мы являемся первой студией Владимира Васильевича Новенко. Он тогда работал вторым педагогом у Владимирова. А хакасскую студию он набрал самостоятельно как мастер. Вот мы у него первые. Мы закончили в 90-м году, потому что театр разделялся на русско-хакасский. Срочно нужны были дипломы, чтобы открыться хакасскому театру. Нас попросили, республика договорилась с институтом, и нас попросили приехать раньше, и мы буквально в феврале, уже не доучившись. Дипломов нет, но мы пришли и гарантировали, что вот мы будем, в общем, открылся Хакасский национальный театр в будущем. Это Андрей Осачаков с краю слева, сверху. Он у нас очень много ведущим работал в городских праздниках, может, вы его знаете. Работал он очень много режиссером в разных театрах, постановки делал, актером тоже работал. Второй Сергей Домажаков, он сегодня работает в нашем театре Хакасском национальном. Дальше Олег Чугунеков, это однокурсник, он открыл свою, как это называется, коммерческую цирковую группу, в общем, ООО, наверное. И он является директором, фокус, цирк, в общем, самостоятельный путь ушел. Во втором ряду справа стоит Виталий Николаевич Кадзачаков, он является директором театра Читыгын. А Табастаев Геннадий Семенович в то время был, работал в отделе культуры, областной отдел культуры, наверное, тогда назывался, да? И он как бы живое участие принимал в наших поступлениях. И рядышком я обрамляю весь этот, ну, как бы все работаем. И здесь нету Валерия Топоева, еще одного нашего однокурсника, который является звездой театра Читыгын, работает в театре Читыгын, он заслуженный артист нынче тоже Республики Хакасия. У нас из хакасской студии еще был Юра Колтанаев. Он женился на украинке, уехал в Украину, там живет, иногда снимается в кино. Ира Шалгинова, однокурсница, выпустилась, мы выпустились вдвоем, были набраны трое, две девушки выпустились. Ирина работала в нашем театре в Читыгене, сейчас уже как бы нигде не работает. Вот по учебе коротко вот так вот. Очень замечательно, что вот с вашей первой студии все работаете в театре, получается, да? Ну, как-то, да, сохранились и остались в профессии. Не бросил эту профессию, все преданные остались до конца. Хотя началась перестройка, как вы знаете. Все обещания, которые были нам гарантированы правительством в вопросах жилья, всего остального, все это аннулировалось. И мы как бы до сих пор вот так вот на плаву, кто как сумел, так и устроился. Открылся театр Хакасский национальный. Ну и началась работа, наша эпопея. Осталась я после первого года одна в театре. Я приехала, сразу ушла на декретный отпуск. У меня было 2 диплома. Актерский и диплом матери, так можно сказать. Ну вот с 91-го года вот по сегодняшний день как бы работаем, стараемся. Пришла к нам на Хакасский национальный театр Эльза Михайловна Кокова. Под ее руководством мы очень много лет проработали. Вы знаете, началась перестройка, и с приходом Эльзы Михайловны она начала в театре искать новые пути, новую идею, идеологию театра. И, конечно, ушла в корни хакасского народа, начала открывать, поднимать историю шаманизма, историю традиций, обрядов. И я вот оборачиваюсь назад, вспоминаю, что как мы 5 лет, пока шла вот эта вот идеологическая лаборатория, можно так сказать, потому что народ, естественно, мы сами были все пионеры комсомола и коммунисты, никто ничего не понимал, но Эльза Михайловна была неотступна, работала в этом направлении и поставила очень много спектаклей, даже поставила эпос Албунжи. Впоследствии
когда в театре «Сказка» поставили «Золотую чашу», я была приглашена на этот спектакль, пришла я туда. В антракте я выскочила к Руфине Владимировне, своей любимой, но тогда она уже работала в Министерстве культуры. И я с такой болью в душе чуть ли не кричала, наверное, может быть, даже кричала, потому что мы народ эмоциональный, что за полчаса на сцене театра «Сказки» я проиграла 5-летний свой репертуар. Потому что все, что мы делали, все, что мы пытались зрителю объяснить, трехмерный мир, в общем, все вот эти явления, где хозяев, где духи, где чего, почему и как, космогонию вот эту всю нашу пытались, а в театре «Сказка» были отобраны лучшие кусочки и вставлены, и вывезены за границу, и это все там имело успех, как вы уже помните. Но Руфина Владимировна мне сказала: ну, значит, вы не сумели объяснить. Я говорю, наверное, дело не в этом. Наверное, просто зрителя надо готовить, разъяснять. И потом зритель начинает интересоваться, читать. И он уже понимает после этих разъяснений. Я сейчас наблюдаю ту же самую картину и убеждаюсь, что я в своих этих исследованиях оказалась права. Потому что сейчас приехал к нам режиссер калмык Батыр Калаев. Он у нас несколько лет являлся главным режиссером. И мы наблюдаем такую картину, вот все спектакли, которые он ставит, тоже не имеют своего зрителя. Он пробиться к нашему зрителю тоже не может. И никто не может понять, потому что по школе режиссерской у него все чистенько, хорошо. Критики приезжают, смотрят, хвалят. А зритель наш не принимает. И опять, видимо, должно пройти хотя бы 1 пятилетка, чтобы зритель был готов и начал бы воспринимать его спектакль. Может быть, это опять какой-нибудь другой следующий уровень, который вот... Бурятские театры, когда приезжают к нам на гастроли, не бурятские русские драматические, а именно Бурятский национальный театр, когда приехали, у нас там есть однокурсники, которые мы в УГИТМИКе встречались, они были 5-м курсом, мы были 1-м курсом. Все национальные студии, естественно, там дружат сразу, курируют нас сразу. Они через неделю работы возопили, говорят: как вы тут работаете? Вы что, всегда и каждый раз вот так работаете? Мы не поняли, говорю, как это так? Они говорят, ваш зритель, он такой, как сказать, он такой умный, он такой мудрый, и его не обманешь. То есть он не прощает халтуры. Перед ним невозможно, говорит, схалтурить. Вы что, каждый раз играете правду, и каждый раз с ним в контакте и на «ты», и вот так каждый раз работаете, как в последний раз? Для нас это опять было вопросом. А вы как? Работаете, а как по-другому можно? Ну, можно же экономить себя, можно же где-нибудь там схалтурить, где-нибудь чего-нибудь не доиграть или не додать. Ну, в общем, возникают такие вопросы. С деревни, когда приглашаем на спектакли, вот тут есть отрывок из спектакля «Опасно, опасно, очень опасно». Я играла в паре с молодой девушкой в этом спектакле, и была не моя очередь. Подъехал с Таштырского района молодой человек в гости из дальних родственников, там, из друзей. Ему, этому парню, было 20 лет. Он работал в МЧС пожарником. Я его пригласила. Сидела рядом с ним. Потом, когда после спектакля он приходит домой и говорит: что мне с этой энергией делать? Говорит, куда мне его девать? Я же должен куда-то бежать, что-то делать. Говорит, это, говорит, если вы так столько энергии перебрасываете к нам, говорит, а как же москвичи врать? Я говорю, конечно, москвичи тебе дадут энергию. Жди, москвичи не дают тебе энергию. Как раз москвичам ты весь туда, они заряжаются, набираются и уезжают. Это мы вам тут столько вваливаем, что ты потом не можешь сидеть на месте и не знаешь, куда бежать и что делать. В общем, можно включить, да. Этот спектакль «Опасный, опасный, очень опасный» Филатова
пьеса Филатова, актеры Филатова же вы все знаете. Иван Соловьинов, это было поставлено на его юбилей. Мы ставили. Это Фарид Загидуллин. Сейчас он работает в Русском драматическом театре. Светлана Чаптыкова и Ирина Наверяшина. Критики, которые приезжают с Москвы или с Ленинграда, они объезжают с Дальнего Востока до Москвы, они хвалят наше произношение нашего театра, потому что говорят, мы с Красноярска, когда едем через Минусинск, мы устаем от говора, от всяких акцентов, говорит. А вы, к удивлению, Хакасский театр, чувствуется школа и произношение хорошее, говорит, ухо отдыхает. Таких похвал мы тоже были удостоены. Поговорите. К этому спектаклю. Этот спектакль ставил Нестеров. И он потребовал, что мы все будем вот в неглиже. И потребовал, чтобы, естественно, всем артисткам купили хорошее белье. И каждая артистка, конечно, пошла по баканским магазинам подбирать себе белье. Через неделю-две все продавцы, когда увидят нас, уже вот такие: нету, уже ничего нет. А что это за бум такой в Абакане? Почему все вдруг ходят и требуют белья? А это мы такой бум создали, потому что нам надо было. У нас даже монашки в монашеских одеждах, но у них вырезы были большие. Они танцевали канкан, и, естественно, нам надо было очень много белья. А что мне делать? Я пишу на песны. Чего ж хотите вы? Чего хочу? Чего хочу? Критики, конечно, нас отругали за эту пьесу. Сказали, очень пошлая пьеса. Но были годы перестройки, конечно, надо было зарабатывать. Русский театр все время ставили бум-1, бум-2, бум-3, концерты все. У них были полные залы. А мы в то время жили, у нас иногда были по 9 человек в зрительном зале, но мы все равно играли. Ну и потом мы решились, конечно, на такие... Ну, в общем, мы в репертуаре у нас от А до Я играем все, потому что мы люди подневольные, повторите, мы люди подневольные, что нам скажут, где стоять и как стоять, так мы и стоим. Играли мы многое. Оглядываясь назад, конечно, я до сих пор с благодарностью и с трепетом вспоминаю спектакль Эльзы Михайловны «Слеза огня».
Может, кто-нибудь видел? «Слеза огня». Сейчас попробую объяснить. Эту пьесу по историческим данным написал ее сын Карим Чико, его псевдоним. Делала она «Красный бубен», подводили мы там, играли красную, делали маску, капали пипеткой, как-то там это все делалось. И вот эта маска у нас плакала. Потом в театре «Сказка» это все используется, бубен, они сзади рисуют, у них условия лучше, чем наши. У нас-то все как-то громоздко все. В общем, я считаю, что тогда, конечно, нам казалось, что мы идем вперед, что мы изучаем, что мы пробуем, что впереди будут лучшие спектакли, кто-то лучше это поймет, потом это все лучше сделают. Но вот Светлана Николаевна не даст мне соврать, она тоже участвовала в этом спектакле, мы все там работали. В этом в драматургии хакасском и вот в эпосном никто Эльзу Михайловну до сих пор никто не превзошел, никто не достиг ее уровня, потому что этот спектакль поставлен был очень правильно и очень хорошо. А так как было в окружении много людей, которые недопонимали, еще не готовы, они говорили: ой, вот это надо убрать, а вот это тоже надо убрать, а это что-то вот ухо режет. Вот мы на очень много фестивалей возили этот спектакль в Киргизию, в Казань, на Урус, и с каждым разом этот спектакль как-то так чистился, убирался, все казалось лишним, в конце концов все хорошо убрали, и остался спектакль пустой. И, как сказать, я как-то вот сожалею, потому что даже сейчас у других народов, и даже вот по видеофильмам, по кино, по рекламам, никто такого грандиозного представления как-то сделать не может. И как-то у меня все больше ложится, я все больше возвращаюсь к этому спектаклю по всем нашим национальным вещам, потому что вот Батыр Калаев, допустим, когда приехал, он тоже брал эпосы, он берет эпосы, но все это превращается у нас как чуть ли не в мультяшки, все в шутку, все, потому что всерьез этот материал брать, конечно, это... А это у нас «Соловьиная ночь», сценарий, пьеса по реальным событиям. Это во время Великой Отечественной войны советский солдат познакомился с немкой, и у них была история любви. И в Красноярске этот парень, потом начали реальные события рассказывать, они начали встречаться уже в конце жизни. А у нас пьеса называется «Соловьиная ночь». Тоже вот не знаю, как относиться. У меня в определенный возрастной период я начала играть роли своего имени. Вот тут меня зовут Инга. Потом я где-то Инну Михайловну еще играла, когда уже вот к взрослым ролям перешли. Мы с Светланой Николаевной, на нас поставили шиншилловую шубку, тоже на малой сцене, тоже вот на развлечение публики. Там я играла Инну Михайловну, женщину в возрасте, которая ухаживала за матерью, потом за подругами матери, потом лекарства, аптека, все такое, и все им. Много таких историй. Потом, когда родители умерли, она осталась обладательницей там пятикомнатной квартиры, всего-всего-всего, но осталась вот той же теткой с авоськами, которая надо туда, надо этому, тому, и на себя не смотрит. Жизнь проходит, и вдруг ее останавливает подружка в лице Светланы Николаевны, модница вся такая, которая сама, конечно, тоже пользуется. Ой, я туда побежала, я сюда побежала, а ты ребенка с садика заберешь, да, накормишь, да, спать уложишь, сказочку прочитаешь, да. Ну и, в общем, жила она, и вдруг решила остановиться, ну, в общем, ее толкнули на это. И ягодка опять, баба в 45, вокруг нее начинают видеться все мужчины, даже молодые, даже она начинает осваивать новые технологии, компьютеры, ну, в общем, судьба поворачивается. Ну, вот как второй шанс, и немножечко такое тоже.
Потом я, когда начала осознавать, к артисту, наверное, всегда приходит, зачем я работаю, для чего я работаю, чем полезно быть народу. Вот. Ну, не все же время фиглярства на сцене. И я вдруг обнаружила, что я со сцены почти во всех спектаклях очень много молюсь. У меня почти в каждом спектакле есть какие-то молитвы. Я думаю, странно это все-таки. Две странности у меня за 25 лет стажа в театре обнаружила. Я для себя сделала вывод, почему человек вдруг начинает играть свое имя. Сейчас же очень много звезд, которые вот под своим именем уже начинают работать. Ему смешно уже Джеки Чан называться или еще кем-нибудь. Они уже своим именем начинают работать. Вот у меня такой период тоже настал, а потом я еще обнаружила, что очень много молитв. «Соловьиные ночи» – это спектакль «Лев зимой», юбилейный спектакль был поставлен на семью Коковых. Я там играю принцессу Элис французскую, которую за Ричарда выдавали замуж. Да. Критики посмотрели, сказали, что... они сначала спросили, сколько нам лет, всем детям. И когда они узнали, что нам уже за 40 или около 40, они сказали, странно, когда смотришь спектакль, совсем не кажется, что вы такие взрослые, вы дети там. И сказали, критик, которая обсуждала, она сказала, я в Москве и вообще по России посмотрела спектаклей 5-6 «Лев зимой». Но каким-то образом, говорит, ваш спектакль мне очень нравится, он очень хороший. Ну, на самом деле был поставлен очень крепко, вот такое ощущение, что сегодня нам, скажи, сыграем, мы бы сыграли. Его ставил Верградский, вы же, наверное, Верградского помните. Он, когда был объединенный театр с русским, он был главным режиссером, да, Светлана Николаевна? Верградский. Главным режиссером был у объединенного театра, да? У меня была одна история с этим спектаклем. Когда мы ставили вот этот спектакль, и вот через день мы шли на премьеру. А сегодня приехал в Хакасию представитель президента Новосибирской, наверное, который вот в Новосибирске, в регионально сибирский представитель президента приехал, и ему срочно надо было играть спектакль. А так как Абахай Пахта был номинированным, дипломированным спектаклем в те годы, правительство решило, что надо играть Абахай Пахта. А там я играю. А я перенастроиться с 18-летней на Абахай Пахту мне так было сложно. Я срочно побежала к Верградскому, стою, говорю, я не могу, вы понимаете? А Верградский меня очень хорошо понял, потому что он в Объединенном театре ставил Абахай Пахта первый спектакль. Вот Светлана Николаевна играла Абахай Пахта. И он совершенно хорошо, помня этот материал, зная мое состояние, потому что здесь, в его спектакле, я Элис, должна была завтра выпускаться. А сегодня они меня вдруг просят срочно перенастроиться и сыграть Абахай Пахта на сцене театра сказки. В общем, я говорю, пожалуйста, пойдите и уговорите, что «Лев зимой» неплохой спектакль, что он нормальный. Ничего, что у нас этот пантус, мост, этот огромнейший на всю сцену, не покрашен, он был только морилкой покрашен. Но мы все равно сыграем. А он вдруг задумался и говорит, а кто приехал? Я называю фамилию. Так это ж наш друг, он все время заходит к нам в лабораторию, он все время бывает у нашего художника, который оформлял наш спектакль, в кабинете, он его вообще обожает, запросто, пойду сейчас договорюсь. Пошли, договорились, после мое сердце, которое там трепыхалось, и мы для них сыграли «Лев зимой», как генеральный прогон, незаконченные костюмы, детали, там незаконченная сценография, конечно, но музыка уже была готова, ну и костюмы тоже были почти готовы. И они остались довольны. Он поднялся к нам на сцену, поздравил, ему все понравилось, потому что он знает Верградского, знает художника, и, в общем, так я выкрутилась. Бывают такие ситуации.
Акаев со своей свитой, помните, приезжал министр Киргизии, когда был, президент Киргизии, когда он был. Тогда тоже были те годы, и мы играли для него тоже Абахай Пахта, потому что в те годы Абахай Пахта был номинантом. Потом прислали письмо госпоже Майнагашевой, что это было самое яркое впечатление от поездки в Хакасию. А вот это кадры лаборатории. Вы, наверное, слышали, что периодически в наших театрах проходят лаборатории, проходят читки. Нашим режиссером был немец. Ему дали эпос хакасский, Коденхан называется. Он где-то там, они же сейчас все молодые, соединяются, объединяются, где-то там нашел корейца, который живет в Америке. В общем, они там где-то объединились, написали сценарий. Приехал этот Лаевский, его пригласил к нам в лабораторию. Он женат на дочери актрисы, город Пермь, театр Пермский. В общем, он бывает у нас в России, женат на русской, у него она является переводчицей. В общем, я попала к нему в бригаду, так как все молодые девчонки были уже разобраны. Здесь, конечно, нам уже под 50. И заставил он меня играть чуть ли не 18-ю опять летнюю девчонку. Ну, в общем, ну там переходящие от молодой девчонки до президента. Вот эта АК, рабочая машинка, она заезжала на сцену, вот так же зритель сидит на сцене, она выезжала, перед ними вот так вот фарами крутилась, на скорости останавливалась, все зрители были в шоке. Немец шокировал зрителя сначала, а потом на какой-то репетиции подходит и говорит: вы подойдете, вот так запрыгните. Я так со страху подошла, примерилась вот так. Машина выше. Я думаю, ничего себе заданица. А лаборатория несколько дней всего лишь. И ему некогда там рассусоливать. Я так встала, он еще плохо знает русский язык. Я говорю: я сюда вот так, что ли? А, да, я не подумал, я же ночью, говорит, думаю, планирую это все, расставляю, говорит, я не подумал, вы как. Я говорю: стойте, я попробую. Я дошла, запрыгнула, а в колготках, колготки скользят. Я сошла с этого капота, значит, я говорю: подождите. Посмотрела, нашла дырку вот там вот, где эти, зацепилась вот так ноготочком, проверила, я говорю: ноготочек меня удержит, давайте, я монолог здесь буду говорить. В общем, мы здесь монолог говорим. Но во время сдачи нашей, когда мы сдавали на зрителей, я в тот период, конечно, плохо себя чувствовала. И когда я так запрыгнула и осталась на капоте, все зрители так ахнули, потом выдохнули. И замерли, и сидят. Потом хореограф наш, Анат, я, говорит, подходил к этому немцу и спрашивал, говорит: а вы Инну Нанину долго репетировали? Вы, говорит, это сколько раз? Как вы ей объяснили? Вы как ей объяснили? Это какая техника? Вот ему же хореографу важно, какая мышца, какой толчок, какой ногой, как она разворачивается, как ножки ставит и как она садится. Он говорит: у него такие шары, 2-3 раза подходил, говорит, спрашивал, а он все время уходит от ответа, потому что он ему скажет? Он сказал: природа. Это природа, не надо тут ничего говорить. Это у нас спектакль «Золушка». Настя играет Золушку, очень хорошо играла, потому что она такова и есть в самом деле в жизни. Наивная и чистая девчонка, хореограф она наша, но сыграла Золушку. Это мы ставили позапрошлом году на Новый год, новогодняя сказочка. Я играю фею. И режиссер наша Саян Сапина Ултургашева после спектакля приходила к нам в гримерке и говорит: зрители плачут, сестра, говорит, моя плачет. Я говорю: а что случилось? Что случилось? Я, говорит, спрошу завтра.
А завтра мы так все взволновались. А чего зритель плачет-то? Золушка вроде всем знакомая сказка такая. Я говорю, спроси, пожалуйста. А в гримерке сидит актриса Алена Тахтобина, ее муж зашел после спектакля. И так стоит, говорит, я чуть не заплакала. Я говорю, а что произошло-то, Господи? Что это такое? Почему все плачете? На следующий день режиссер подходит, говорит, знаешь, почему плачут? Им так, говорит, радостно, когда кто-то появился, пожалел эту Золушку, исполнил все ее желания. Она поехала на бал. Так хорошо им вдруг становится, говорит, катарсис происходит с ними, что есть некая сила, которая придет и восстановит справедливость на земле. Пожалеет там. Мы вообще об этом не думали, не ожидали, но это происходит. Это другая лабораторная работа. Тут режиссером работал киргиз я. Да, киргиз, да? Киргиз. И это была лавина. Тут произведение «Лавина», где-то горный район, которые живут под лавиной, и там ни одного стука нельзя произвести, чтобы лавина не сошла. И представляете, живет в какой-то ложбинке народ, и у них вся жизнь подчинена тишине, шепоту, все надо делать тихо, все под это уже и обувь, и одежда, и кухня, и, в общем, все традиции под это сделаны. И когда весной или летом у них лавина сходит, они все выходят и начинают палить из ружья, грохотать, шуметь, в общем, да, это все. А потом опять. Но это на самом деле такое? Это в реальной жизни такое есть? Или это все-таки выдумали? Я думаю, что нет, наверное, в реальной жизни такого. Мы бы знали уже об этом. Ну, это какое-то маленькое государство, это чья-то пьеса. Не наша пьеса, не советская. Ханух Левин. Автор. Так, а это у нас «Виндзорские насмешницы», да? Проказница, да. «Виндзорские насмешницы» у нас так назывался, вообще проказницы. Там я играю дочь. Отца моего играет Юрий Матвеевич Майнагашев. Там видео тоже немножечко есть. Видео есть. Марас Чубадаев это заканчивал студию при театре Ольги Михайловны сначала. Вот этот человек вечно учится. Он у нас уже столько лет учится, у него уже 2 детей уже выросли. Школу закончили, а он все учится. Нынче он закончил в Ленинграде наш институт по театральной режиссуре. Вернулся режиссером, сделал постановку «Страна слепых». Смотрели, не смотрели, да? Сейчас он приступил на «Старики море». Ставил он на малой сцене преддипломный спектакль «Анна». Поющая актриса. Поэтому я люблю больше танцевать, выражая все свои эмоции, чувства через движение, танец, хореографию. Хорошо получается у вас. В институте бились за мой вокал, сказали, вроде способности есть, возможности есть, но ваше ухо не дает вам петь, потому что когда ваше ухо слышит то, что вы извлекаете, он сразу ставит шлагбаум, и вы сразу останавливаетесь с такими глазами в страхе. Боже, это невозможно слушать. Ну, в общем, никогда не занималась музыкой, пением, поэтому аппарат не готов. А так как поет мой аппарат, я слушать не могу. Может, вопросы будут какие-то? Мой отец. Не посылай меня к нему напрасно. Ну что ж нам делать? Будь сама собой.
Он думает, для вас я слишком знатен. И в юности наследство промотав, хочу свой кошелек лечить приданным. Все прошлое он ставит мне вину, гудеж, раздул игрушки холостые и говорит, что я в тебе люблю не красоту, не сердце, а богатство. А может быть, он правду говорит? У меня отец вот так Надежду вот на счастье. во время спектакля Юрий Матвеевич Навишин. Стал И прельщенный мы блеском его золотых породили звонов. всех так. Но У скоро нас я семейная, узнал, конечно. что стоишь ты дороже самых полновесных слитков. Редчайшее богатство не сама. Другого мне Ставил не спектакль, надо. по-моему, Геттерштайн, да? Предубеждение Приглашенный режиссер на юбилей студии 74 года. Несмиренные врага нам не помогут. И есть такое спасение. Вот слушайте. Вопрос не возникает. Играем мы национальные произведения на хакасском языке. Играем классику, зарубежную, советскую, русскую. Не люблю я социальные пьесы играть, потому что очень мне сложно. Вот, когда историческое произведение играешь, там можно нафантазировать, придумать, сказать, я не жила в то время, может так и было, мне так кажется, что так и было. А в современных социальных пьесах, за что нас Лаевский сколько раз ругал, и критики ругают, потому что все боятся ставить социальную пьесу, потому что сегодняшнего человека, выйти на сегодняшнего зрителя, когда вы это каждый день видите на улице, в жизни встречаетесь, выдать правду очень сложно. Любой может сказать «не верю». Так не бывает в жизни. Поэтому страшно социальные пьесы играть сегодняшние. Но тут есть у нас одна пьеса «Где-то мой рассвет». Да, Шулбаевой «Где-то мой рассвет» называется. Шулбаевой пьеса. Есть, видео есть там «Где-то мой рассвет». Там мы попытались сыграть эту социальную пьесу, но она была полностью переделана, подстроена под юбиляршу, опять же, Татьяну Андреевну Майнагашеву, и перетянуто, все было перекинуто больше на Это Валерий Токуев, актер театра Чтыгин, мой однокурсник. Мы иногда обмениваемся актерами, потому что я у них работала на ВХ, поэтому они нам в аренду тоже своего актера иногда беспрепятственно давали. Это одна из есть Валентины Гавриловны Шулбаевой. «Где-то мой рассвет». Про годы перестройки, про семью, как они там начинают деньги зарабатывать. Жена бизнесмен. Муж архитектор, который любит заниматься только профессией, а деньги зарабатывать кто будет? Конечно, женщина, все на ней, и дети. Алёша, Семена худая, пергаментная, Пришлось мне играть еще одну пьесу Валентины Гавриловны Шулбаевой «Когда цвела сакура». Мне еще очень лестно, когда мы играем спектакли, потом в городе начинают появляться киоски, магазины с названиями или с именами с наших спектаклей. Мне было лестно, когда появился киоск-магазин «Элис» называлась, потом появился магазин «Автошин Сакура». В общем, какие такие влияния мы начинаем понимать через вот эти все явления, что какой-то резонанс, какое-то влияние все-таки наша работа хоть как-то отзывается. Сейчас над чем вы работаете? Действуете? Сейчас мы в ноябре выпустили «Аллах Ханхархло», комедия Топанова, потому что мы называемся театр имени Топанова.
и хотим, как бы, специально восстановили этот спектакль. 5-я, 6-я постановка. Специально восстановили, чтобы держать, вот как принцессу Турандот вахтанговцы держат на все поколения. Мы с таким же умыслом восстановили этот спектакль. Мы вот со Светланой Николаевной повисли, потому что мы уже к молодым не относимся, и к старикам еще не пристали, мы остались без ролей. Хотя Светлане Николаевне повезло, по-моему, да, она поиграла в этом спектакле, а я все время туда пулей водилась, пока девчонки ходят на декретный отпуск. Я пулей влетаю, потому что параллельно у нас тоже вот эти спектакли, как «Лев зимой» работаются, поэтому я в те спектакли не попадала. Турцию, Инна, покажи, расскажите. Так, когда мне исполнилось 30 лет? После 20 я в 25 лет закончила институт, потому что я поступила поздно, 20 лет. Но мы с Верградским молча поговорили. А вдруг Владимир Васильевич Наренко, когда набирал студию, спрашивает, ну, дежурный вопрос, а сколько вам лет? И у меня такая пауза повисла. Я понимаю, что мне было 20 лет, что это крайний срок, когда набирают в актрисы. Тем более на героиню, потому что она должна быть юна, девственной и все такое. Я на Верградскую так посмотрела. И головой вот так вот что-то, что, поздно? Он так голову поднимает. Вот так вот мне головой помотал. Владимир Васильевич почувствовал эту паузу. Поднимает голову, мы сразу сделали вид, что ничего не происходит у нас. В общем, когда я сказала, что мне 20 лет, ну, меня все-таки взяли 20 лет. Закончила я в 25 лет. И вот исполняется мне 30 лет. Я забегаю к Эльзе Михайловне. Эльза Михайловна, уже 30 лет! Молодость закончилась, юность ушла. А мы как приехали, естественно, в этот производственный план, не выходя, как один день. И вдруг, чудо, конечно, может быть, не знаю, и вдруг, может быть, это планировалось, может, не планировалось. Она вызывает меня в кабинет, говорит, поедем в Турцию. Вообще не планировалось, да? Никто ничего не говорил. Может быть, это я натолкнула вот с этим своим порывом, вот этим вот, что, как, все. Она, может быть, решилась, а это был 96-й год. Самая перестройка страшенная шла, ну, без зарплаты, без ничего вообще. Она все время работала какими-то такими в общем, Саян Алюминий в Турции имеет свои базы отдыха. И они через 2 недели рейсовый чартерный самолет у них свой собственный был. Она как-то договорилась. Нас посадили на этот самолет, увезли, и через 2 недели обратно привезли. Мы таким этим птичками, багажом, незаметно, нас никто не заметил, якобы, съездили в Турцию. Можно включить. Туда мы повезли. Там, это кто? Женя Лубашин? Это не наш, да? Это Женя Лубашин? Да, Женя. Но это не в нашу поездку же он так был одет. Или с нами он так был одет? Нет, он с нами был по-другому одет. Он еще до съемок с ним переодевался. Или костюмы проверял, да? Так как мы приехали на неделю раньше, чем фестиваль начался, Фамгет, мы со Светланой Николаевной в прямом эфире в городе Манавгат, который являлся спонсором этого фестиваля, мэр этого города, целый час работали в прямом эфире. Нас представили танцовщицами. И мы там фантазировали, воображали, что делали, не знаю. В общем, мы вот эти морком хакасского платья, ручки втянули, взяли эти морком, поставили вот так вот и сделали, что это у нас туесочки, что мы ходим, ягоду собираем. В общем, пьем из нее. В общем, что мы там делали целый час, мы морочили голову этим фомгедовцам.
И тут тоже мы пытаемся что-то под инструментарий Жени Улугбашева. Женя Улугбашев в ту поездку, финальный был концерт, это амфитеатр, белые камни, они согреваются за день, и когда ты вечером приходишь, садишься, очень теплые. А вот тут вот открытое небо, звезды, в общем, сидим до поздней ночи, и на закрытие попросили Женю выступить. В общем, Женя, мы там все, конечно, были, участвовали в обсуждении. Женя говорил: Женя, ты Чатханам, а там сидели вот по возрастающей, вот так начнешь поднимать, и выброси всех в небо, пусть между звездами там полетают. Женя начал играть, мы ушли в зал, сидели, и слышим, струна оборвалась, Женя успел только глаз отвести, Женя дальше играет, еще быстрее. Слышим, вторая струна оборвалась, он только успевает голову играть. Женя, не сдавайся, Страдивари, давай уже кричим. И зал уже все перепугались, думаю, сейчас остановится, не дай бог. Потом прибегаем, говорю: Женя, на скольких струнах сыграл, а? Он говорит: на 2, точно Страдивари. Такая ситуация была тоже. Стою вот там я изображаю богиню Умай. Я решила порепетировать. В общем, там зал идет камни, потом самый верх колонны, и вокруг амфитеатра вот такой коридор. Я вот, представьте, вот в этой шапке лебяжьей, с крыльями, шла, а были уже сумерки. Уже все, уже такой полумрак, сумерки. А у меня этот парашютный эксельсиор, на нем красками нарисовано, это все вручную. Красками девочки сами выводили рисунки. И я вот так вот шла до середины, репетирую уже, я готовлюсь, срединный ход, вышла, вот так вот. И медленно вот эти вот крылья вот так расправила и стою. А зритель уже был собрался. Там, то сям сидели люди. И тут мальчишки сидели, разговаривали, дети спонсоров, этих хозяев. И один мальчик туда-сюда глянул, и вот так вот, как сел, сидит. Я думаю: Господи, напугала ребенка, наверное. И стою, и начала спускаться. Я серьезно напугалась за психику этого ребенка. Я думаю: Боже, он меня за богиню принял. И думает, что я привидение какое-то. Пойду спущусь, думаю. И медленно начала спускаться. Подошла к нему так. И у меня же палец длинный, бамбуковый. Я его вот так по плечу. Он попростал. Я говорю: не бойся, я живая актриса. Я говорю: хакаста. Он говорит: Гюзель. Это красиво, Гюзель, да? Чуть дубу не дал, надо сказать. Может, все? Вопросы есть какие-нибудь? А ваши дети, они как к театру относятся? У меня один сын, который я диплом вместе защищала. Он поехал в Санкт-Петербург первый год после школы. Захотел поступить на кинооператора. Конечно, со школы на кинооператора не поступишь, на кинорежиссера тоже. А потом мы оба работаем в бюджете. Мы ему сказали: только бесплатное, только когда сам поступишь, только на бюджете, за стипендию 200 рублей можешь учиться. Ты сам себе выбираешь судьбу. Он первый год поехал, не поступил, остался там, немножко поработал. Приехал и говорит: мама, говорит, а вот зачем, говорит, я этому профессору нужен? Она, говорит, вышла после экзамена, подошла ко мне, говорит, и очень хорошо, аккуратно, умно со мной поговорила, сказала: ты, мальчик, езжай, приедешь в Абакан, зайдешь в компьютерный зал, изучишь раскадровку, художество, там что-то еще, пойдешь, закончишь вот эту программу, пойдешь вот эту, придешь в художественную школу, научись рисовать карандашиком, потому что раскадровку надо делать. Приедешь зимой, мы будем тебе задания давать по компьютеру, ты будешь это все сдавать, а летом будешь поступать. Он все так и сделал. Я немножечко это все оплатила, естественно. Отправила ребенка в феврале.
Он поехал. Послушный такой парень тоже. Сделал все, как они говорили, и поступил на бюджетное в университет кино и телевидения. Закончил его. Сейчас он называется, его профессия, режиссер мультимедиа. То есть, когда мы смотрим фильм «Аватар», все, что там нарисовано, леса, вот эти горы, вот это они рисуют. Сидят, рисуют. Можно снять, я могу даже вот здесь сняться, даже в такой одежде. А вот этот режиссер мультимедиа может меня одеть в платье Екатерины, кресло сделать. То есть это они сами рисуют, задник весь, передний, все это они делают. Ну, их кафедра объясняет это тем, что будущее кино без этих режиссеров невозможно. Поэтому профессия новая, здесь не востребованная. Он вернулся. Мы военкомату говорили, чтобы отпустили ребенка доучиться, выучиться. Потом мы обещали, клялись, что мы отслужим в армии. Так и сделали, выполнили свои обещания. После окончания университета он съездил в армию, сходил в армию, нынче приехал. И в этом году, вот, когда Министерство культуры проводило форум году кино посвященный, одна из премий, которую Пореченков вручал, это был он, Камчатка Фортас. У него была премия на художественный фильм. Потом грант был на художественный фильм, на короткометражный фильм, на документальный фильм и про природу. Вот художественный фильм ему достался. Приезжала его мастер, которая его обучала, со вторым педагогом. Специально они были приглашены на форум нашим министерством и правительством. Пореченков тоже был приглашен. Мастер, уезжая, я спрашиваю, говорю, ну, ты подарки передал, что тебе мастер сказала? Он мне говорит, мастер сказал, что Пореченков всю ночь проплакал от жалости к тебе. Как можно за 190 тысяч, за такой срок снять художественный фильм? Ума не приложу, я бы даже так не сделала. Говорит, и он всю ночь проплакал, говорит, от жалости к тебе. Тем не менее, они выезжали, выписывали, у них история гражданской войны тоже были. Как два человека бежали от войны, встречают они женщину убитую и младенца. Один берет младенца, другой не берет, а потом оказывается, это его был ребенок. В общем, две судьбы и два выбора у человека. Один идет туда, другой идет туда. В общем, хорошая история, короткая. Они выписывали реквизит сложный, маузер, вот эти все с Петербурга, сабли вот эти все. И благополучно были обкрадены на съемках. Кто-то их подкараулил, все это своровал. Даже мой блендер, в котором они делали кровь. В общем, спасибо большое за внимание. А вы еще чем увлекаетесь? Вот, ну, какое-то еще все равно у вас какое-то хобби, наверное, есть. Любимое занятие, кроме театра. Я могу сказать, что после 40 по-хакасски это означает, что хрх это хр, 40 это хр, ну вот мы на вершине. Я как-то помню все эти вещи, когда меня просили до 40 говорить тост или благопожелание, я отказывалась, потому что говорили, выходит обратно. И я соблюдала этот закон, когда 40 лет наступило, вдруг у меня рухнули все мои принципы. Все мои кредо поменялись в жизни. То есть я осталась на соломинке и не почувствовала фундамента. И у меня в жизни все поменялось. Теперь я нашла такое высказывание, что вся мудрость, вся истина, которая живет на земле, она оставлена в пословицах и поговорках народных. Потому что разные эпохи, разные стили, все пишут, приукрашивают,
труды, огромные толстые книги написаны. Но подходит другая эпоха, допустим, военная, разорительная, и от этого стиля барокко ничего не остается, ни золота, ни орнаментов, остается суть. И вот эта суть оставленная, она жизненная правда, на которую опираешься, и она тебя выручает. Я теперь начала искать вот эту истину в жизни. И против того, что хлеб всему голова, я уже ничего не противопоставляю. И против пословиц народных истину я там теперь ищу. Я немножечко, да, до 40 была одна жизнь. У меня даже ощущение, что жизнь до 40 была когда-то и не со мной. Какое-то такое ощущение. Может быть, это потому, что 20 век ушел. Может быть, поэтому. Потому что я тоже немножко не понимаю, как это. Мы всегда изучали 19 век, прошлый век. А в 20-м мы жили, и тут вдруг говорят, что это прошлый век. И все советское ушло, может быть, оно так благополучно от нас отодвинулось, что вся моя пионерия осталась. И такое ощущение, что это была другая жизнь. И сегодняшнюю жизнь надо строить по другим принципам. Я вот всегда говорю, раньше была пословица «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». Мы тоже старались так жить, да, иногда мы вспоминали это и так пытались жить. Потом была пословица, ну, например, «Слово не воробей, вылетит, не поймаешь». Тоже мы как-то старались вот это соблюдать и тоже старались зря не болтать где-то что-то. А сегодня, говорят, работает закон «подумай, прежде чем подумать». Потому что я всегда говорю, мы в эфире. Если не... Это мне стало понятно, когда я посмотрела жидкокристаллический экран японцев. Когда они вдруг этот жидкокристаллический экран бьют и все с ним делают, и под воду, а он все равно информацию несет. И когда я прочитала, что океаны планеты – это жидкокристаллический экран, который сохраняет всю информацию о человеке, и когда я прочитала, что японцы, извиняюсь, в унитазе у них стоят датчики, когда человек утром сходил в туалет, и если что-то с анализом мочи не так, сигнал идет к врачу, врач звонит, японец идет, и они сразу приступают к профилактике. Когда я это услышала, я вдруг подумала, вот я подошла, умылась, информация с атомом воды ушла. Вот я потом прополоскала рот, выплюнула, и это все тоже ушло. И все это идет, и приходит к океану. Я тогда четко поняла, что Бог все знает про всех. Потому что перед ним жидкокристаллический экран. И каждая капля воды в море знает о тебе все, отражает все. В общем, какие-то такие полушуточные... Мудрость приходит. Мудрейте, философствуете. Просто философия и мудрость приходит. Вот когда уже за 50 становишься мудрым, философствуешь. Это большинство. Так люди, я так считаю, кто умный человек, он начинает думать, задумываться, философствовать, и так же вы. И мудреть. Становится мудрым. Поэтому вы поговорки эти вот все, видите, как очень мудро. Даете анализ поговоркам. Когда мне было 40 лет, у нас Владимир Васильевич все время приезжает. Если он не у нас набирает, он набирает в Туве, у него 2 студии, по-моему, в Туве выпущены. Как-то, даже не я, кто-то из наших, мы все собираемся всегда, у нас очень много мальчишек, которых без отцов выросли, поэтому он для них как отец родной, и всю мужскую сторону философии жизни он объясняет. Он вообще по этому поводу хорошо фундаментирует мужское население. И когда они спросили у него, вот у меня там что, черная и белая полоса и все вот эти вещи, он спокойно, он тоже, видимо, уже помудрел и говорит, а ты посмотри на это с другого градуса зрения.
поменяй угол зрения. Почему-то мне это так понравилось. И хотя это было сказано не мне, и я начала менять угол зрения. Ну, трансформируйте мысли, просто вы меняете, трансформация происходит. Так и в жизни в нашей сейчас мы все же трансформируем, в буквальном смысле. Вот. И так вот все, и люди также трансформируют все. Ну, не каждый, конечно. Ну, надо Когда послушал, она вот так. надо трансформировать ее правильно. Вот в этом смысле у меня меняется, конечно, отношение к жизни, к людям, к слову, потому что мы работаем словом. И потому что, когда я работала в спектакле «Абахай-Пахта», 83-летняя критик Бурятии, она работает на все сибирские театры, и они устроили на фестивале «Сибирский транзит» битву с русской школой, пригласили московских, санкт-петербургских критиков и противопоставили, потому что они дали понять, что Сибирь – это не Восточный базар. Сибирь, народы Сибири – это не торгаши. И, в общем, все вот эти вещи они начали противопоставлять. И вот эта критик Цыреновна мне понравилась. Она говорит, кто такой вот артист, почему вот эта актриса так играет. Она послала запрос, и она объясняет интересно. Все критики сидят московские, они говорят, нанотехнология, вот у нее чип. Что-то такое начала идти. Очень глубокое психоаналитическое углубление в роль. Вот она послала запрос, ей ответ пришел. Когда она работает на сцене, она не видит, не слышит, не понимает. Это просто подключение, и мы видим, потому что никто не может знать, как жили в 15 веке, что происходило. Историю пишет всегда победитель. И сказать, что именно так было, невозможно. Я сейчас тоже очень осторожно отношусь к истории, потому что я не знаю, как там было. И когда вот она объясняла, может быть, через нее, она объясняла, говорит, вот когда девчонка подключена и нам рассказывает, как это было и что это происходило, какие, по крайней мере, какие чувства, какие болевые точки были задеты, надо верить. Ну, вот этот контакт там происходил, и я видела, как зритель на это все реагирует. И Бурятский театр подъехал, они специально пошли на наш спектакль. Когда мы встретились после спектакля, они рассказывают. Вот интересно, мы тоже, конечно, неплохие актеры, они сказали. На малой сцене, вот тоже на такой критике, говорили, метр расстояния было. Но такого, говорит, не видели, чтобы когда ты поворачиваешься, зритель туда же поворачивается. Когда ты резко поворачиваешься, улыбается, он тоже улыбается. Это что такое? Потом критики, конечно, на обсуждении это объяснили. Они говорят, а мы играли на хакасском языке. Нас заставляли играть на русском, мы отказались, играли на хакасском языке. И критики говорили, вот Иркутский театр поставил библейскую историю. Они все в белом, в капюшонах, 8 девушек встают, очень красивый вокал был. Я сама была на этом спектакле. Очень красивый вокал, очень красиво рассказывают, божественные истории объясняют. Они говорят, мы тоже сидим метр, но никто из 8 красивейших женщин с красивыми голосами не тронул душу. Холодный спектакль. А тут одна работает и вот так нас мотает, греет. Ну, потом я, конечно, узнала, что когда включается психическая энергия, она всем понятно, без перевода. Все понятно всегда, потому что это работает уже на уровне чувств, и не нужен перевод, и не нужен там что-то. После спектакля там вышли на сцену хакасы. И пришел на наш спектакль, с красноярского спектакля, прибежал туда самый такой скандальный, какой-то креативный журналист, мальчишка. Он забежал, говорит, я думал, с Красноярцев убежал, думал, вот так загляну и дальше побегу. Но говорит, я заглянул и остался. А потом он на следующий день приходил в интервью брать и говорит, скажите, пожалуйста, мне только одно. Почему, когда хакасы вышли после спектакля, вы все плакали полчаса? Мы не могли, говорит, ни один вопрос задать, потому что вы не могли ответить, вы все дружно плакали. Ну, это
на подсознание как-то вот все, потому что это исторические события, может быть, это вот в память вот как-то вот. на Это таком я уровне. вспоминаю, ходила на спектакль «Земля отцов», я, к сожалению, не владею хакасским языком, а там, как эти, текст, параллельно, перевод. Я вначале вроде пыталась, ну как я буду понимать, я пыталась прочитать, потом надо же на сцену смотреть, а потом я забыла, что там перевод, и то есть я смотрела просто на игру актеров, и мне было все досконально понятно. Что вот там на войну они пошли, что собирают, какие-то все эти переживания, вот все это буквально да, задевало. Нет, не «Земля оточили». Ну, бывают такие спектакли. Мы ставили Марию Стюарт. Потом я посмотрела фильм Мария Стюарт с англичанами. Играют прямо англичанки. Мария Стюарт бледные, все вот это. И просто я не знаю. Бывают такие спектакли интереснее. Допустим, «Выходили бабки замуж» ставили в нашем театре. И потом тот же режиссер пошел, поставил в Минусинском театре. Я специально пошла посмотреть. Естественно, русские актеры на русском языке делают другие акценты. Я даже там очень много смысловых этих акцентов и логических открыла для себя, которых не было в нашем спектакле. Но наш был такой игровой и смешной, такой азартно-страстный. Ну, так же, как примадонны. То есть Минусинский ставит и ваш. Тут это же совершенно разные. Вот, я не вещи. смотрела «Примадонну», надо То сходить, есть там съездить, как-то посмотреть. получается, у них это более серьезно все, а тут вот с таким драйвом, с таким вот все, что буквально куражно. что Вот ты бывает, понимаешь. попадаем, не попадаем. Нам, допустим, мастер сказал, не играйте Чехова, не ваш автор. Ну да. Ваш автор Островский. Игровой, такой более такой заживленный, жизненный, да, живой, по нашей уважаемые зрители, господа. Если вопросов нет, спасибо. Лилии. Любимый мой цветок лилии. Ирина, хотела бы вас поблагодарить от всех зрителей. Конечно же, вам подарить книгу. Это Мария Миронова и Александр Минакин. И вот я сейчас посмотрела на книгу, и когда брала еще, думаю, вот книга называется «В своем репертуаре». Вот вы также стоите в своем репертуаре, будете такой же живой, общительный. И дай Бог вам еще много-много ролей. Я думаю, что мы будем приходить в театр, и вы нас будете радовать всегда. Спасибо вам. Приходите в наш театр. Ну, конечно. Ходим, Я люблю мама. Наконец, января.